что мы хотим вообще избавиться от этого режима. А избавиться от него можно только тогда, когда десятки тысяч, минимум 500 тысяч по всей стране выйдут одновременно. И практика Кантара показывает, что когда много людей выходит, сразу силовики присоединяются. Вы же видели, в Актау это произошло, там ни один человек не погиб. Вооруженные силы, там солдаты, все присоединились, силовики, я имею в виду полицию. Кто представлял угрозу, из Мангостау люди, их обезоружили. Все четко было организовано. Просто мы не дожали. В Алматы колоннами военнослужащие переходили на сторону народа. Я знаю, что некоторые фантазеры говорят, этот режим нужно валить только силой. Ну да, силой, когда выходит минимум 500 000 человек по всей стране, тогда силовики переходят на сторону народа, и действительно получается сила. А если кто-то говорит, что вот, нужно вам оружие, ну давайте мы еще раз на эту тему проговорим. Кто вам это оружие даст? Самое главное, как вы этим оружием собираетесь распоряжаться? Ну, мало же у нас людей, кто может, во-первых, взять склады, управлять всем этим, применить оружие. Их единицы. Давайте мы откровенно это будем говорить. Никто вам это не даст, а мы предлагаем простой способ, когда силовики перейдут на сторону народа, а они перейдут. Это уже опыт, пример уже есть. Тогда у наших людей будет все в руках. И силовики с оружием, и десятки тысяч протестующих. Вот куда нам надо идти, а не фантазировать, насмотреть фильмов Голливуда. Вот кто-то должен с Марса привезти оружие, какие-то должны люди, богатыри появиться с этим оружием, бежать, менять режим. Этого не будет. Это фантазии. Люди боятся создать ячейки. Что вы понимали, сейчас организовано 515 ячеек. Это где-то около 3000 человек, активистов по всей стране. А нам нужно 4000, это 20 тысяч активных людей. 20 тысяч. Если люди боятся тайно создать ячейки, кто побежит с оружием? Кто там, пенсионеры что ли, пойдут с оружием что ли? Поэтому давайте мы все эти фантазии в сторону. Я сейчас последовательно приду, объясню, почему мы именно так предлагаем объединяться. Вот некоторые люди говорят, давайте, не нужны никакие синие, зеленые, другие шары, нужно, чтобы вот этот Токаев ушел. Но я вам скажу, и вы на практике увидите, что это так и происходит. Выйдут единицы, которые будут такие требования выдвигать, и власть просто их возьмет, отвезет в полицию, заштрафует или посадит на 7 лет, как сел в тюрьму Марат Джаламбаев. Вы тоже понимаете, что тысячи людей не произнесут эти слова, не объединятся. Если люди боятся создавать ячейки, всего лишь там 515 ячеек, о чем вы говорите? Давайте мы не фантазировать. Еще некоторые люди говорят, надо неожиданно, чтобы везде вышли. Ну вы неожиданно той даже не проведете. Скажете, приходи на той, тебя спросят, куда прийти, неожиданно везде, где-нибудь, везде той. Той конкретное место, время указывается, как туда проехать, карта обычно гостям рассылается. Правильно? Вы свой день рождения же тоже всем говорите, в каком месте, во столько часов, не опаздывай и так далее. Митинг это еще более сложно организовать, потому что мы хотим, чтобы на эти митинги пришли 1000 людей. А 1000 людей должны знать, куда прийти, как прийти, что они там должны делать. Там должны быть люди, которые понимают, как управлять этим процессом. Все остальное хаос. Вы же дом не строите неожиданно. Так дом построить легче, чем власть сменить, друзья. Власть, чтобы сменить, нам нужно 500 тысяч человек организовать, чтобы они действовали скоординированно. Нужно, чтобы перешли силовики. Это большая работа, чтобы вы представляете такой организм 500 тысяч человек по всей стране. А вы хотите, чтобы раз, типа неожиданно, типа они откуда-то из разных мест вылезают неожиданно, вы им мысль кто-то даете, и они неожиданно в тех нужных местах появятся. Все это ерунда. Давайте теперь я откомментировал все это, теперь поясню, почему мы предлагаем акции с голубыми шарами. Наша задача объединить десятки тысяч людей. Объединить так, чтобы режим вообще не мог никому никакие претензии предъявить. И в этом смысле мы выбираем удобный день. Наурус 21, 22, 23 это дни отдыха. Это официальный праздник. Поэтому мы выбираем 21, 22, во-первых. Во-вторых, мы говорим,
все должно быть естественно, как это в прошлом году было, позапрошлом и так далее. Люди на праздник одевают, кто может, чапаны, одевают, берут с собой шары, цветы, тюльпаны, все прочее. Там где-то около юрт кумысы там раздают или продают, куже там и так далее, баурсаки. Поэтому наша задача объединить людей так, чтобы минимальные расходы были. Мы говорим, что если люди идут с шарами, в 2018 году, когда были люди с шарами, полиция подбегала и вырезала именно синий шар. Это было безумие. То есть это вызвало отвращение к режиму Назарбаева. Теперь смотрите, что мы говорим. Мы говорим, что, Токаев же озвучивает, что вот сейчас у него жана Казахстан. Все у него по-другому, и партия есть, люди лучше живут, и свобода, и на митинги можно выходить. Тут то, что вот эти байки рассказывает. И, кстати говоря, немало идиотов, которые это воспринимают. А вот действительно, он же 5 языков знает. Действительно, у нас стало лучше жить. Спрашиваем, насколько? Где твоя зарплата поднялась? Человек мычит, не может ответить. Но главное, он произносит, тем не менее, эти слова. Стало жить лучше. Токаев тигр. И вчера мне один молодой человек написал, что вы с ним договоритесь, Токаев, он же добрый человек. Я говорю, добрый человек дал команду расстрелять тысячи наших людей. Добрый человек потом пытал этих людей. Его же заставили. Кто его заставил? Его окружение. Я спрашиваю, а зачем нам нужен такой президент, который не может управлять страной и какое-то окружение им вертит? Понимаете? Вот какие глупые люди. Человек с высшим образованием, молодой человек, какую-то ерунду мне пишет. И таких тысячи. То есть наши люди просто очень сильно зомбировые. И наша задача сейчас объединить людей, тех, кто действительно хочет перемен. В этой связи мы предлагаем следующую акцию. Вы представьте себе, шарик же это очень легко купить, почти ничего не стоит. И вы когда идете на праздник, на урус шаром, если вас кто-то цепляет, например, докапывается, он будет выглядеть и, во-первых, идиотом, во-вторых, с точки зрения закона, он сразу совершает правонарушение. Неважно, кто это, полицейский или представитель акимата. Каждый год вы с шарами ходили, и нет закона не ходить с шарами. То есть мы предлагаем такую акцию объединения сделать, которая очень дешевая, очень простая и не позволит власти докапываться. Кто-то жалуется, говорит, мы будем идти шарами, вас возьмут на учет. Так в прошлом году и позапрошлом, все последующие годы тысячи людей шли шарами. И на праздники дети ходят, и школу заканчивают, шарами ходят. Вы о чем говорите? Вы уже сами себя до такого состояния запугали.